Жители восточного и западного побережья США, а также больших городов были поражены тем, что люди в Огайо, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании толпами отправились голосовать за Трампа. Удивительный исход выборов заставил говорить о расколе в стране. В чем же он заключается? Неужели существуют две разные Америки? Мы находимся в солнечном и процветающем калифорнийском городке Пало-Альто, где базируется множество производителей программного обеспечения. Мы спросили, почему большинство местных жителей проголосовало за Клинтон. Вы голосовали за Клинтон? Разумеется, и я этим горжусь. Почему, на ваш взгляд, у Клинтон такая мощная поддержка в этом регионе? Здесь живет много разумных, образованных людей, которые знают, как устроен мир. Здесь живут очень образованные, состоятельные люди. Мы придерживаемся более умеренных взглядов. Отчасти это связано с тем, что люди здесь образованные. Мы умнее, чем остальные американцы. Кто же эти люди в Огайо, Мичигане и Пенсильвании, которые голосовали за Трампа? Мы говорим не о другом континенте или государстве. Страна все та же, но жизнь там складывается иначе. В городе Уиртон, в штате Западная Вирджиния, не все так солнечно, как в Калифорнии. Учитывая простаивающие заводы и слабеющую экономику, многие местные рабочие прониклись призывом Трампа вернуть Америке былое величие. За него проголосовало почти 70% белых американцев без высшего образования, 79% тех, кто убежден, что экономика страны пребывает в упадке, и 78% людей, которые считают, что финансовое положение их семьи ухудшилось. Совершенно очевидно, что ведущие СМИ не принимают в расчет мнение многих жителей США. Мы решили поговорить с некоторыми из них. Мы рабочий класс центральных штатов. Наш мир уходит в прошлое. Это все из-за заводов. Из-за чего? Сталелитейных заводов. Они почти все закрылись из-за соглашения о свободной торговле Билла Клинтона и прочих. Мы здесь все убежденные республиканцы. Сталелитейные заводы закрылись, а ведь они нас кормили. Угольные шахты на юге Западной Вирджинии тоже не работают. У людей ничего нет, они бедствуют. Мы решили показать местным сторонникам Трампа, что о них думают в Калифорнии. Мы подумали, что это может пролить свет на растущую пропасть между двумя Америками. Они довольно высокомерны. Да. Про образованность других людей я бы говорить не стала. Да, у них есть образование. Как насчет трудоустройства? Многие наверняка работают где-нибудь в Макдональдсе, несмотря на то, что 5-6 лет проучились в вузе. Это неудивительно. Страна разделилась на две части. После выборов стало ясно, что раскол в США произошел не только среди политиков, но и среди всех жителей страны. Смогут ли эти две Америки наладить отношения? Похоже, что в настоящий момент они обитают на разных планетах. Калеб Мопин, РТ.